Тема «Марксистская теория классовой борьбы и пролетарская революция». Записал? Не устроил? А? Марксистская теория классовой борьбы и пролетарской революции. Значит, сейчас вы ничего не записываете. Я потом скажу, что записывать. А сейчас слушайте. Это 4-я лекция. У нас мы прошли, поэтому... Ну, один Вячеслав ходит постоянно. Нет, он один ученик у меня. Больше нет. Он семинарское занятие один был в лекции. Вот тоже... Нет, один не был в лекции. Все такое несколько лет. Куличкин пропускает. Двоечник тоже. Угу. Так, начинаем. Знает Карл Маркс, Фридрих Энгельс, как вы знаете, автор идеологического оружия рабочего класса. И, в принципе, очень многие авторы считают, что они теоретики. То есть они разрабатывают теорию классовой борьбы, теорию пролетарской революции. А на самом деле, если изучить их произведения, они часто это оружие стремились использовать на практике реальной жизни пролетариата. Ну, в частности, такой случай был. В 1847 году Маркс и Энгельс обратились к руководителю так называемого Союза справедливых, такая организация была в Европе, чтобы они вступили в их союз, помогли разработать новый устав, программу и организационной перестройки. Ну, Карл Маркс и Энгельс очень обрадовался, поскольку перед ним создалась обстановка, что он мог создать пролетарскую партию на основе теории научного коммунизма. И на самом деле они вступили, эти Союз справедливых. И 2 июня 1847 года в Лондоне открылся первый конгресс. То есть у них, этого Союза справедливых, были подразделения каких-то в странах. Оттуда он собрался. Но Карл Маркс не мог участвовать на этом конгрессе из-за материальных трудностей. Но Фридрих Энгельс, он состоятельный человек, он участвовал в Союзе справедливых, этом съезде, и благодаря ему Союз справедливых был преобразован в Союз коммунистов. То есть впервые получился в пролетарской среде Союз коммунистов. И у этого Союза справедливых был такой девиз: «Все люди братья». И этот девиз заменил лозунгом «Пролетарство всех стран соединяйтесь». До сих пор это выдвинутое Марксом и Энгельсом стали лозунгом. Программа была освещена вопросу закономерного характера коммунистического преобразования общества, о путях преобразования частной собственности в общественную, о пролетарской революции, о переходном периоде, о первых мероприятиях пролетариата после завоевания политической власти. То есть для 1847 года, это же очень даже прогрессивная идея, правильно, да? Практически вся идея создания пролетарской партии была изложена в уставе и программе Союза коммунистов. 47-го или 48-го? Нет, 1847, 2 июня. Конгресс постановил создать печатный орган, и его руководителем был назначен Вильгельм Вольф, представитель брюссельских коммунистов, который возглавлял Маркс. То есть в данном случае вы должны понять, пролетарская партия без газеты – это не партия. Потому что партия, как вы знаете, он коллективный пропагандист, коллективный организатор, коллективный агитатор. То есть в основном через газеты можно идею распространять и сплотить вокруг ядра партии рабочий класс разных стран. Карл Маркс разработал, как вы знаете, манифест коммунистической партии. Она была издана в 1848 год, то есть это через год, маленькой типографии члена Союза коммунистов Бурхарда. Бурхард. В 1850 году, то есть через 3 года, произошел раскол Союза коммунистов. Ну, там появились те люди, которые теория научного коммунизма у них не подходила, хотя они члены одной партии. И в 1855 году по Германии прокатилось аресты членов Союза коммунистов. В связи с этим, да, и вот
известность литературы, что наиболее дальновидные представители политики сознавали, что строго законспирированная самоотверженной деятельностью пролетарских революционеров, группировавшихся вокруг Маркса, таится настоящая угроза существующего. Это правильная оценка полиции, поскольку они даже считали таким образом. Этот Карл Маркс очень умный человек, и в одном конце пальца столько ума все остальные компании. Полиция так считала. Они очень сильно опасались его. И по инициативе Карла Маркса в 1852 году, то есть через 5 лет, да, Лондонский округ был распущен союз коммунистов. То есть это первая часть, у нас лекция закончится, сейчас записываем. Маркс и Энгельс, разрабатывая идеологическое оружие рабочего класса, Маркс и Энгельс, разрабатывая идеологическое оружие рабочего класса, использовали все возможности, чтобы испытать это оружие на практике. Запятая, в реальной жизни пролетариата. Испытать это оружие на практике, запятая, в реальной жизни пролетариата. Точка. К началу 1847 года, Марксу и Энгельсу обратились руководители Союза справедливых, оба стороны кавычки, это название организации. Обратились руководители Союза справедливых. С просьбой вступить и к союз, и помочь в разработке, нового устава и программы. Точка. Перед Марксом и Энгельсом открылась возможность создания пролетарской партии, на основе принципов научного коммунизма. А сейчас как наша партия создается-то? На каких основах? Каких основах создается КПРФ? Добровольности. А принцип коммунизма куда делась? Вот. И как мы далеки-то. Как далеки от идеологии рабочего класса. Это мы должны признать это дело. Поэтому если бы здесь сидел 10 человек, это был довольно-таки опасный кружок, потому что кому-то отложилось бы-то. Мы-то, оказывается, не совсем так живем. Вот Маркс. А на самом деле с нами осталась одна. И сегодня, даже когда я переходил моему главному рецензенту, покойному Виктору Даниловичу Михайлову, он говорил: Ларс Степанович, очень много изменилось в мире, поэтому вы должны в своей вот этой работе должны отражать эти изменения. Понимаете, какие изменения? Как сейчас надо толковать Маркса? Виктор Данилович, ничего толковать не надо. Я такой мелкий человек, я не могу толковать Маркса, Энгельса
и что-нибудь свое выносит. Я пытаюсь и книга работы вот поймать и найти, что относится к философии, что относится к политэкономии, что относится к рабочему классу, то есть классовой борьбе, пролетарской равенстве, что относится к языковой. Все. Я могу это сделать, слишком я мелкий человек. А этот гигант, понимаете, это доктор наук, настоящий философ. Я-то фальшивый философ, потому что я базовое образование, я инженер-строитель. А он окончил философский институт в Санкт-Петербурге, окончил аспирантуру философского института в Санкт-Петербурге. То есть он настоящий философ. Так он ошибался. Вот. А учитель все время вот пишет, как вот они как создавали, а современность где? Его не надо современность. Потому что они остаются вечным Марксом и Энгельсом. А то, что мы должны эти их труды преобразовывать в свои условия России, это задача масса. Мы коммунисты. Вот я должен эти дела. Вот сижу, помогаю вам, чтобы вы знали азы этой учебы. А вдруг из вас кто-нибудь вникнется, изучит мои монографии Национальной библиотеки и что-нибудь новое вынесет на самом деле в условиях, нынешних условиях. Как его трактовать, как лучше здесь внедрять, как лучше людям лучше объяснять. Но суть-то остается. Его нельзя трогать, потому что это наше знамя. Ага. Пошли дальше. Нет, ничего не делаете. Я уже сказал, что вот. Ага. Да, мы еще не конспектировали. Подождите-ка. Расход написали, запрет, то есть расход написали. Сейчас арест не написали. Давайте напишите дальше. В 1851 году по Германии прокатились аресты. По Германии прокатились аресты членов Союза коммунистов. Члены Союза коммунистов. Точка. Наиболее дальновидные представители полиции, в членах Союза коммунистов, видели настоящую угрозу для их строя. Точка. В 1852 году по инициативе Карла Маркса в 1852 году по инициативе Маркса и решением Лондонского округа был распущен Союз коммунистов. Сейчас отдыхаете, слушайте, ничего не пишите. Значит, Карл Маркс считал, что распадом Союза коммунистов не должна становиться борьба за сплочение пролетариата, революционной партии, воспитание кадров революционных борцов пролетариата, укрепление их связей, использование всех возможностей для пропаганды марксистских идей. Они считали, что Союз коммунистов вообще-то был эта партия ранней стадии пролетарское движение, потому что членами этой Союза коммунистов стали вообще-то рабочие мануфактуры, период мануфактуры. То есть крупной промышленности все не было. Поэтому это, конечно, ранняя стадия. Сплотенность, здесь люди высшее образование, а те-то образование не имели 1-2 класса, только они и обучили, как этой машиной обращаться и создавать какие-то товары. Все. Эти люди еще не появились. А там, это в домашних условиях, мануфактура работает все рабочие, это сознание это низкое. Поэтому все старания Маркса и Энгельса
союз коммунистов превратит ядро более широкого союза пролетариата, не увенчался успехом. Потому что так и должно быть, потому что это ранняя стадия, ранняя стадия. Понимаете, какое дело? Потом вот появляются признаки нового подъема революционного движения именно с промышленной революцией. Начинается увеличиваться удельный вес работе крупной промышленности. Вот то, что сегодня мы имеем, и его зачатка вот тогда началось вот в районах 1850 какого-то года. Понимаете, какое дело? Ага. И вот итоги работы Маркса и Энгельса проявились 28 сентября 1862 года, то есть через 12 лет, в Лондоне на митинге представителей английского, французского, немецкого, польского, итальянского пролетариата был основан Международный товарищеский рабочих интернационал. Это первый интернационал. Ага. Потом осталось второй, третий, пролетарская революция появилась. И она деформировалась, она стала, понимаете, практически оппортунистической, в конце концов. Но эта зачатка была заложена Марксом и Энгельсом в 1864 году. И Энгельс писал, что знает, самое интересное, самое ценное было, что все организационные документы этого Международного товарищества рабочих интернационала вышли из-под пера Маркса. Маркс там участвовал, принял участие. Все документы организационные написал сам Карл Маркс. И вот после образования интернационала Фридрих Энгельс поднял один чрезвычайно важный вопрос. Энгельс говорит, что без привлечения рабочего класса сельского хозяйства городской пролетариат никакого успеха не добьется. И вот куда заложен был семена-то. Ленин почему-то все время говорит, вот буржуазная демократическая революция, пролетариат и союз крестьянства. Ага. И оно было еще заложено Энгельсом. Когда. После чего, когда буржуазная революция состоялась в России, захватил беременные, то есть буржуазия, эти диктатуры формировалась, беременное правительство, тогда Ленин уже движущей силой пролетарской революции станет рабочий класс и беднейшие слои крестьянства. И как гений может расчленять движущую силу. У Маркса он где-то там зачатки только были заложены, а вот Россия, Владимир Ленин это дело для применения. Так, и Маркс и Энгельс считают, что рабочая партия должна выступить совершенно самостоятельной политической партией. Записываем. Маркс считал, что распадом Союза коммунистов обе стороны в кавычках, Маркс считал, что распадом Союза коммунистов не должна прекратиться, распадом Союза коммунистов не должна прекратиться борьба за сплочение пролетариата в революционной партии. Борьба пролетариата за сплочение революционной партии. И воспитание кадров революционных борцов пролетариата. И воспитание кадров революционных борцов пролетариата. Запятая. Укрепление их связей, запятая, использование всех возможностей для пропаганды идей, то есть для пропаганды коммунистических идей. Точка. Новый революционный подъем
новый революционный подъем был обусловлен прогрессом промышленной революции, был обусловлен с прогрессом промышленной революции, запятая, прогрессом промышленной революции, запятая, с увеличением удельного веса рабочих крупной промышленности. Увеличением удельного веса рабочих крупной промышленности. Точка. 28 сентября 1864 года. 28 сентября 1864 года в Лондоне на митинге представителей английского, французского, немецкого, польского и итальянского пролетариата, немецкого, польского и итальянского пролетариата было основано Международное товарищество рабочих, Интернационал. Точка. Важнейшее значение для судеб Интернационала имел тот факт, запятая, что первые программные документы вышли из-под пера Маркса. Точка. Процесс работы Энгельс поднял один чрезвычайно важный для рабочего класса вопрос, о сельском пролетариате. Двоеточие. О сельском пролетариате. Пока сельский пролетариат, после двоеточия, не втянут в движение, городской пролетариат не может достигнуть ни малейшего успеха. Точка. Причем рабочая партия должна выступить как совершенно самостоятельная политическая сила. Рабочая партия должна выступить как совершенно самостоятельная политическая сила. Как самостоятельная политическая сила. Сейчас отдыхаете, я работаю.
1867 году немецкие рабочие добились крупного успеха. Северогерманский Рейхстаг был избран депутатом Вильгельм Дивкнехт, Август Бебель. Впервые представитель организованного рабочего класса оказался в составе электронного поместья буржуазного парламента. И Энгельс предостерегал этих товарищей Дивкнехта Бебеля, чтобы от опасности отрыва специфических политических задач от национальных демократических задач. То есть они не должны отрываться. 5 сентября 1868 году в городе Нюрнберге на съезде Союза немецких рабочих обществ рабочий класс немецкий разорвал с либеральной буржуазией. Буржуазия либеральная и тогда была это. Либеральной буржуазией. И победил подлинно пролетарская линия. Была создана единая социал-демократическая партия Германии на основе идей научного коммунизма. Это было учение, победа учения Маркса и Энгельса. Вообще Маркс и Энгельс постоянно ставили еще тогда, когда союз коммунистов создавались, что должны быть национальные рабочие партии в каждой стране. Понимаете? В каждой стране. И вот впервые в 1868 году была создана социал-демократическая Германия, единая партия, социальная партия Германии. Это их мечта. Потому и я говорю, что это была победа учения Маркса и Энгельса. Записываем. В 1867 году немецкие рабочие добились крупного успеха, двоеточие, Северогерманский Рейхстаг, в Северогерманский Рейхстаг были избраны депутатами Вильгельм Липкнехт и Август Бебель. Вильгельм Липкнехт и Август Бебель. Впоследствии Вильгельм Липкнехт станет генеральным секретарем германского компартии. Долго. Впервые представители организованного пролетариата, записываем, впервые представители организованного пролетариата, оказались в составе реакционного поместья буржуазного парламента. В составе реакционного поместья буржуазного парламента. Вячеслав Сергеевич, вы депутат какого парламента? Буржуазного. Буржуазного, правильно, буржуазного. Ага. Точка. Фридрих Энгельс предостерегал против опасности отрыва из специфических пролетарских задач, против опасности отрыва из специфических пролетарских задач от национальных демократических задач. Точка. 5 сентября 1868 года в городе Нюрнберге. Сентября какого года? 1868 года в городе Нюрнберге
Нюрнберга на съезде Союза немецких рабочих обществ, на съезде Союза немецких рабочих обществ победила подлинно пролетарская линия. Победила подлинно пролетарская линия. Точка. Была создана единая социал-демократическая партия Германии. Была создана единая социал-демократическая партия Германии на основе идей научного коммунизма. На основе идей научного коммунизма. Точка. Это была победа учения Маркса и Энгельса. Это была победа учения Маркса и Энгельса. Сейчас слушайте, отдыхайте. Итогом французского всего международного рабочего движения явилась грянувшая 18 марта 1871 года пролетарская партия Парижа. Маркс и Энгельс еще, да, ради исторической справедливости надо подчеркнуть, что Маркс и Энгельс еще с сентября 1870 года подстерегали французских рабочих от преждевременных выступлений и рекомендовали использовать эту благоприятную обстановку для создания собственной рабочей политической партии, как важнейшее условие победы пролетарской революции. Но рабочие не послушались. Партия не была создана, они взяли власть. Вот появилась такая парижская коммуна. 28 марта 1871 года была провозглашена Парижская коммуна, прообраз будущей диктатуры пролетариата. Вторая ошибка Парижа была, рабочих Парижа была, всю энергию надо было направить на разгром контрреволюционных сил, бежавших в город Версаль. Пока они были слабы и неорганизованы, но этот момент был упущен. То есть был предрешен поражение Парижской коммуны. Если они тогда без остановки за ним шли, и контрреволюционеров разгромили Версаль, то вся Франция была бы красной, понимаете? И тогда это целую страну разгромить внешняя сила нужна. Внутренняя сила уже недостаточно было. Ошибка в этом. Парижская коммуна существовала всего 72 дня. За это время она сломала старую государственную машину, конфисковала собственность сбежавших контрреволюционеров Версаль. Все руководящие лица снизу до верха исполняли свои обязанности за заработной платой рабочих. Маркс указывал на главную причину Парижской коммуны – отсутствие во главе рабочего класса революционной пролетарской партии, вооруженной знанием законов общественного развития. Записываем. Итогом развития французского всего международного рабочего движения явилась грянувшая 18 марта 1871 года пролетарская революция в Париже. Грянувшая 18 марта 1871 года пролетарская революция в Париже. Точка. Маркс и Энгельс еще в сентябре 1870 года, Маркс и Энгельс еще в сентябре 1870 года,
предостерегали французских рабочих, от преждевременного выступления, от преждевременного выступления и рекомендовали использовать эту благоприятную обстановку для создания собственной рабочей политической партии. Использовать эту благоприятную обстановку для создания собственной рабочей политической партии. Как важнейшее условие победы пролетарской революции. Точка. 28 марта 1871 года была провозглашена Парижская коммуна. 28 марта 1871 года была провозглашена Парижская коммуна. Прообраз будущей диктатуры пролетариата. Парижская коммуна. Прообраз будущей диктатуры пролетариата. Точка. Вторая ошибка рабочих Парижа. Прообраз будущей, с чего там? Диктатура пролетариата. Прообраз диктатуры пролетариата. Вторая ошибка рабочих Парижа. Надо было сразу направить всю энергию на разгром контрреволюционных сил, бежавших в город Версаль. Пока они еще были слабы и неорганизованы. Но этот момент был упущен. Точка. Парижская коммуна просуществовала всего 72 дня. Двоеточие. За это время она сломала старую государственную машину. Конфисковала собственность бежавших контрреволюционеров. Все руководящие лица снизу доверху исполняли свои обязанности за заработную плату рабочих. Точка. Маркс и Энгельс указывали на главную причину поражения Парижской коммуны. Маркс и Энгельс указывали на главную причину
поражение Парижской коммуны на главную причину поражения Парижской коммуны, двоеточие, отсутствие во главе рабочего класса, революционной пролетарской партии, вооруженной знаниями законов общественного развития. Революционной пролетарской партии, запятая, вооруженной знаниями законов общественного развития. Сейчас отдыхаете, слушайте меня. Маркс и Энгельс уделяют большое внимание России. Россия переживала переходный период от крепостнического строя капитализма. Они считают случаи победоносной пролетарской революции на Западе. При ее помощи Россия могла прийти к коммунизму, минуя капиталистическую фазу развития. Даже такой возможности они мечтали. Это была, конечно, довольно-таки утопическая мечта. До сих пор западной революции нет. Они считают, что если там западная революция, пролетарская революция произошла, и с ее помощью Россия могла прийти к коммунизму, минуя капиталистическую фазу развития. Несколько, конечно, утопично, но теоретически возможно. Они в предисловии русского издания манифеста коммунистической партии писали: мы находим в России большую половину земли общинным владением крестьян. Это первобытный строй, вообще-то, общинное владение земли. И спрашивается теперь, может ли русская община, это правда сильно уже разрушенная форма первобытного коллективного владения земли, непосредственно перейти в высшую коммунистическую фазу земледелия? Ответ, сами отвечали: если русская революция служит сигналом пролетарской революции на Западе, так что оба пополняли друг друга, то современная русская общинная собственная земля может явиться исходным пунктом коммунистического преобразования в России. В этом коротком историческом документе Маркс и Энгельс высветили две огромные важности идеи. Первая – о возможности первой пролетарской революции в России, она совершилась, что русская общинная собственная земля может явиться исходным пунктом коммунистического преобразования России. И Ленин и Сталин использовали эту идею и провели коллективизацию мелких и единичных крестьянских хозяйств. Вы представьте себе, тогда, в 1917 году, 140 миллионов населения Советского Союза, не в 17-м, в 24-м году, на 140 миллионов населения Советского Союза 80% составляли безграмотные крестьяне, а распавшие 24,5 миллиона единиц крестьянских хозяйств, в том числе 8,5 бедняцких, 15 средняцких и более 1 миллиона кулацких. И представляете, эту массу превратить в колхозы, совхозы. Это было чрезвычайно сложно. Это Сталин решал. Чрезвычайно сложно. На это теоретически основное было вот марксистское положение, что русское общинное земельное владение, то есть крестьянин русский-то, он психологически недавно общинное землевладение было, поэтому опять в колхоз собраться, пару пустяков как будто бы, да? Но сам крестьян безграмотный, некультурный, невежественный, он ничего этого не сделает. Поэтому что делает Сталин? Призывает заводы, фабрики, самых передовых, самых умных 25 тысяч рабочих отправляете в создание колхозов, совхозов. Колхозов, совхозов. 118 тысяч бригад для создания МТС, там, тракторных колонн, машин тракторных станций. И подготовили 1,9 миллиона шоферов, комбайнеров, там, этих самых трактористов. То есть вся страна поднимали это все. Поэтому вся эта сказка о том, что там не так сделалось, наоборот, заставляют там колхоз насильно, это все сказки. Никто не знает. У меня есть специальная монография «Теоретическая Сталин». Там все написано. Он как бы добровольность, никак не заставлять. Если он еще не решил, дай время, что это крестьян в своем кулачке земли обдумал, что он все-таки решил сам добровольно пойти в колхоз.
Это все остальные вот люди не знают и болтают, понимаете, вы? Это научные музеи, академики, доктора наук. Ты не знаешь, не надо совать голову-то. Для того, чтобы знать, надо что знать? Марксизм. Ага. О! Понимаете, какое дело? Записываем. Маркс, Энгельс много внимания уделяли России. Маркс, Энгельс много внимания уделяли России. Которая переживала переходный период, от крепостного крестьянского строя к капитализму. От крепостного строя к капитализму. Точка. Они в предисловии русского издания манифеста Коммунистической партии, они в предисловии русском издании манифеста Коммунистической партии писали, двоеточие, мы находим в России большую половину земли в общинном владении крестьян. Точка. Спрашивается теперь, двоеточие. Может ли русская община непосредственно перейти в высшую коммунистическую форму землевладения? Высшую коммунистическую форму землевладения. Ответ, двоеточие. Если русская революция послужит сигналом пролетарской революции на Западе, то современная русская общинная собственность на землю, может явиться исходным пунктом коммунистического преобразования в России. Точка. В этом коротком историческом документе Маркс Энгельс высветили идеи огромной важности. Двоеточие. Первое. О возможности первой пролетарской революции в России. Второе. Русская общинная собственность на землю может явиться исходным пунктом коммунистическое преобразование в России. Русская общинная собственность на землю может явиться
исходным пунктом коммунистического преобразования в России. И слушайте, отдыхайте, слушайте. Очень коротко еще. Вот в 1844 году Карл Маркс написал философскую статью такую «Критика гегелевской философии права». В этой статье Маркс впервые находит самого эксплуатируемого класса в России. В мире. Самого эксплуатируемого класса в мире, пролетариата, будущего могущественного капиталистического мира, строителя коммунизма. Это положение исходным пунктом для превращения коммунизма из утопии в науку. Утопия, вы помните, социализм, коммунизм, утопический, мечта. Она это после этого положения Карла Маркса, эта утопия превратилась в науку. Введение к этой статье еще второе ключевое положение Маркса. Теория становится, то есть об огромном революционизирующем значении передовой теории. У него такое выражение есть. Теория становится материальной силой, как только она владеет массами. Это, то есть, первое, это магическое капитализма, второе, передовая теория, это, то есть, сила социальная, огромная социальная сила для преобразования общества. Записываем. Карл Маркс в статье, в кавычках, «К критика гегелевской философии права», Маркс в статье, в кавычках, «К критика гегелевской философии права», кавычка закрылась, в 1844 году нашел самого эксплуатируемого класса, пролетариата, будущего могильского капиталистического мира, и строителя коммунизма. Точка. Во введение к этой статье Маркс обосновал, другое ключевое положение марксизма, двоеточие, об огромном революционизирующем значении передовой теории, двоеточие. Теория становится материальной силой, как только она овладевает массами. Теория становится материальной силой, как только она овладевает массами. Точка. Как только пролетариат осознает свою историческую миссию, он начинает объединяться для борьбы с буржуазией.
Сейчас несколько слов не для конспектирования. Вообще вот мы прошли с вами историю с рабочего движения, который Карл Маркс передвигал. 3 момента. Первое – это организация Союза коммунистов, вы написали. Союза коммунистов, 1847 год. Потом создание Международного товарищества рабочих, 1864 год, Интернационала. И создание первой национальной коммунистической партии, Единой социал-демократической партии Германии, которая на принципах научного коммунизма. И, уважаемые коллеги, вы должны знать, что партия создается на основе теории научного коммунизма. А марксизм-то мы еще теорию научного, следующая только лекция теории научного коммунизма будет. До этого мы все подходы, да? Философию прочитали, политэкономию прочитали, классовую пролетарскую революцию прочитали, но сам проект строительства коммунизма, теория научного коммунизма. Поэтому партия создается на основе принципов теории научного коммунизма. Ага. Все остальное это к этому идет подготовительно, как будто работа, потому что философия – это фундамент, политэкономия – это закон развития экономики, то он говорит, закон, управляющий производством, обменом, распределением, так называется, точнее. А борьба рабочего класса – это история, как она, вот только что мы 3 этапа. Сначала Союз коммунистов, потом Интернационал, потом Единая национальная партия Германии. Понимаете, как вот диалектика это как проходило, это же очень долго проходило, понимаете, да? Между ними, между этим Интернационалом и Единой партией Германии, это Парижская коммуна. Первая пролетарская революция, ну, рабочий класс Парижа поторопился, если они тогда слушались, Карл Маркс создал свою политическую партию, и попозже пролетарская революция сделала, вероятно, возможно, первая пролетарская революция могла пройти по Франции. Не России, потому что Франция разбитая страна. Ага. А Россия это была самым слабым звеном империализма, поэтому там и произошло. Великому Ленину Сталину, благодаря Ленину Сталину произошла. Могла произойти там Франция, если они послушают Маркса. Поэтому, конечно, это же гигантская работа. После чего я вам не могу рассказать в детали, но тем не менее, после того, как была напечатан первый том «Капитала», там он состоит из 4 томов. 3 тома издал Фридрих Энгельс после смерти Маркса. И он что написал? Я эту работу написал 25 лет. В этой работе я отдал жизнь, счастье свое, счастье семьи. То есть все отдал для этой работы. Ага. На самом деле на это стоит. Это энциклопедия политической экономии капитализма. Маркс другой работу писать не мог, потому что политическая экономия марксизма – это политическая экономия капитализма. Она написана практически вся в капитале. Конечно, есть другие статьи, много статей, экономика и так далее, да, в том числе, но тем не менее, вот главное в этом. И выдающиеся умы капитализма, они понимают, они изучают этот марксизм и используют в своих работах. Потому что там на самом деле написана полностью анатомия капиталистического, как она развивалась, как она должна развиваться и так далее. Вот такое дело. Поэтому, да, и вот программный документ, если посмотреть, Союза коммунистов, программу посмотреть, Интернационал посмотреть, Социал-демократическая партия Германии посмотреть, там вот как мы трактуем коммунизм и задачи пролетариата, так там не написано, потому что сознание было низкое. Если Маркс придет и сказал, слушайте, мы это разрушим, отменим частное совестство, установим общественное, ты пошел. Все, партии не было. Поэтому они очень тонко подходили к психологии этого рабочего класса, и там написано очень осторожно. Осторожно. Мы будем разрушать буржуазный строй, построим новое общество. О коммунизме речи нет. Понимаете, какое дело? То есть, это Маркс это было огромно классическими политиками. Понимаете, какое дело? Они понимали свое положение, свою идею, и его на голову, это не безграмотно рабочего не сваливали.
очень тонко подходили. И он между собой говорили, вот интернационал. Там живет, понимаете, это самое сектантство, всякое болтунство. Какой там научный коммунизм? Вот мы их должны подготовить. И они, в конце концов, подготовили, и, по-моему, перед последним конгрессом интернационала они добились такого положения. Все пахотные земли должны быть общественными. Все. А там не написано, отменить буржуазную частную собственность, все это делать, понимаете, государственный общественный народ. Не написано. Пахотные земли только. То есть очень умно, тактично подходили, понимаете? Поэтому у них надо учиться. А мы, современные коммунисты, не знаем марксизм. Под Якутией я один дурак, я нашелся. 30 лет занимаюсь этим делом. 30 лет. Я не могу сказать, что я обладен марксизмом. Нет. Это столько-то сложное учение. Только 30, что ли? 30 лет. Я в 93-м году защитил кандидатство, с тех пор занимаюсь. А до этого? Нет, до этого учил в институте, в высшей партийной школе. Но это там учили преподаватели-то, они-то не знали тонкости-то. Они, конечно, вот политическую экономику капитализма знали, они учили хорошо. Философии, это диалектический материализм знали, они учили хорошо. А терновый коммунизм нет. А партии когда вступили? В 67 году. Это сколько лет прошло? В 69-м. 69. Я не прав. 67 году. Когда партии вступали, саму... Да нет, там о марксизме речи не было. Не разделяли, что ли? Нет, марксизма тогда... И речи там о марксизме не было. Как это так? Хотя меня учил этот В программе же написано... фальшивый доктор экономических наук, Каева Владимир Михайлович, учил 3 года университет марксизм-ленинизм. Политэкономию учил. Ну, Владимир Степанович, вы тоже только что сказали, что партия это... Мы основываемся на марксистской научной теории, правильно? Теория научного коммунизма. Да, теория научного коммунизма. Да. Вы сказали. Да. И когда вы в партию вступали, вы же в 60 каком году сказали? В 67-м. В 67 году, когда вы в партию вступали, вы разделяли же это? Вы знали, наверное? Нет. Откуда? А зачем так? А как тогда партия вступили? Откуда? Я заявление пишу, штаб программ признаю, обязуюсь соблюдать. Все. А что ты меня, тоже сами сейчас пишите, второй секретарь, меня экзаменует. Я-то первый, дорогой. Тебе догнать меня, это вряд ли удастся. 10 лет я барабанил-то. Всю жизнь, ну, я просто один старший товарищ говорил, что всю жизнь, как в партию вступил, начал читать, изучать, говорит, Маркса. Не, я 93-й год только, как стал кандидатом наук, потому что, почему после кандидат или доктор он знает методику работы научной литературой. В этом смысл-то. Если я решил в философии, 45 том передо мной лежит этот кипа марксизма, я оттуда только выбираю философию. А потом второй захват – политэкономия. Третий заход, классовая борьба, пролетарская революция. Третий заход теории научного коммунизма. Это методика такая. Да, потому что это ученые знают методику отбора научной литературы. А все остальное, ты пока отфильтруешь, не обращай внимания. Тогда ты уже то, что полезно можешь сделать. Имеете в виду, это как наука стали заниматься? Да. Когда я стал ученым, я стал изучать, как раз в 93-м году танковые орудия, то уничтожали Верховный Совет РСФСР. Нет, это вообще... Фантастика. Я был в трансе-то, как так? Танки Таманской дивизии, которые пересекали советскому народу, жизнь отдам, но советскую страну стоим. А он расстреливает свой Советский Союз. Верховный Совет. Как это первый секретарь райкома может быть трансфер? Я тогда не работал, первым секретарем в 92 году я был заместитель министра промышленности. Нет, до этого же вы были? Нет, я был там далеко, до того. Как может быть трансфер? Там никакого транса нет, там только победные реалии. Я командовал союзными ведомствами, российскими ведомствами, местные организации, команда райисполком,
Вообще это была совершенно, конечно, не ленинская, это неправильная политика была. Я имел такие полномочия, будь здоров. Без моего ведома ничего не делалось в районе. Представляете? Чуть ли не женились. Все должны первый секретарь кипнуть, тогда все сделается. А разве это правильно? Конечно, нет. Так не должно же быть. Меня называли батей. А какой я батя-то? Был молодой совсем, 30, когда кончил-то, 34 года. Уже батя. Я батя. Потому что я назначал всех, освобождал, исключал, там, поощрял, награждал, ордена вручал, медали вручал. Вот так. Поэтому я был батя. Это русское не признают, конечно. Это интервью сейчас.